Башкирский этнос окончательно начал формироваться только в начале 17 века. Если кто хочет, назывались башкирами. Пожалуйста, будь добр. Но в культурно-языковом отношении ты есть составная часть татарской нации. У меня значит, отец всегда себя считал татарином. Татары должны отстаивать свои этнические корни. Все-таки как происходило взаимодействие в средние века между башкирскими племенами, северными группами, да, и татарскими, как говорить, сообществами средневековыми? Раскройте, пожалуйста, в чем суть? Это самый серьезный из вопросов, который недостаточно освещен, к сожалению. Вот есть очень известные фигуры. Вот у меня в руках монография Башкира Руденко. Написана еще в 20-х годах, известная монография. В Башкортостане эту книгу 2 раза переиздавали, но некоторые самые важные карты из этого труда не опубликованы. И я понимаю, почему. Эти карты являются отражением элементов культуры, и согласно этим элементам культуры, север Башкортостана и северо-западные, западные части находятся в одном ареале с татарской культурой. Это элементы татарской культуры на самом деле. С языком точно то же самое. Хотя башкирские политтехнологи объявили северо-западный диалект башкирского языка, якобы существующий, это на самом деле татарский язык, местный вариант татарского языка. И для того, чтобы это доказать, далеко ходить не надо, есть, собственно, башкирские документы 18 века. Если найдут, я прочитаю. Например, сохранилось письмо гайнинского башкирина, но специфика в том, что этот башкирин иногда себя называет и татарином. И это письмо башкирские ученые опубликовали. Я вчитался, текст на татарском написан. А определение такое. На татарском диалекте письмо, сообщил сам автор этого документа. И такая ситуация была характерна для всего севера Башкортостана современного. Ну, тогда это территория Пермской губернии. И вот отсюда возникает вопрос, а в чем же дело? Почему там такая культурная специфика и языковая? Вообще-то лингвисты уже давно установили, татарские лингвисты, что включая бардымский говор, который находится в Бардымском районе, расположен в Пермской области, и таныповский говор, они имеют существенные элементы сибирско-татарского диалекта, что тоже интересно. Вот нельзя думать, что это случайное явление. Если ты влезаешь в исторические документы, в том числе и генеалогии, групп, которые позже стали называться башкирами, ты обнаруживаешь очень четкие следы сибирских татар. Есть и документальные материалы по этому поводу. Даже в русских летописях 15 века есть материал о том, что тюменские татары поками плыли на лодках. Они были торговцами, и там их увидели другие группы. То есть были контакты, старые контакты, в том числе и речные. Это очень важно, потому что на территории современной и Свердловской области, и вообще Приуралья, в районе Чусовой проходила дорога, которая связывала Приуралье с Зауральем. Это очень старый торговый путь, и там я как этнограф туда оттуда можно по горам пройти туда-сюда. И вот эта контактная зона, поэтому обеспечивала связь этих двух районов. И мы даже знаем документальный материал XIV века, вот известное письмо Яганки Венгра 1320 года. Этот миссионер побывал, как он пишет, в Ашгарди, и там обнаружил татарского государя. И что самое интересное, этот государь уже был заражен сарацинской верой. И к нему, когда он там находился, пришел представитель Сибири, как он пишет, судья, представитель судьи. Этот судья пришел к другому судье, который сидел в Башгардии. Вот это еще раз показывает, что были контакты между двумя зонами, Сибирью и Приуральем, в том числе и со Средним Приуральем. И вот сегодня мы должны как раз поговорить об очень важных вещах, связанных с этим явлением. Но я отчасти думаю, что эта передача важна и потому, что
была специальная видеоконференция, которая проводилась в Таташлинском районе Башкортостана. Я внимательно прослушал эту видеоконференцию. Там наши знакомые хорошо этномиссионеры там выдвинули тезис о том, что все таташлинцы – это башкиры, что они говорят на северо-западном диалекте башкирского языка. Между прочим, по ходу движения фильма я услышал и речь местную, которая была совершенно похожа на татарский язык. Я как-то не смог найти различий, но они-то пытались доказать на основе данных о родовом составе бывшего населения, о том, что это башкиры. И вот возник вопрос о главном образовании здесь, которое называется Табын. А рядом еще проживали таныповцы, но по данным генеалогии и исторических данных, таныповцы – это часть группы группы Табын. К счастью, есть достаточно много материалов, в том числе опубликованных, собственно, в Башкирии. Вот здесь есть большая генеалогия табынцев, очень детальная. У этой генеалогии есть интересные версии, здесь не все опубликовано. По некоторым генеалогиям табынцы вышли из Западной Сибири. Там упоминаются реки Тобол, Иртыш. Прямо написано Тобол, Иртыш, Кинарында, Булап, Ирмыш, про предков. И добавлено, что они были юрмицами, щеремисами, щермыш. И написано религии не видно. Это в каком источнике так написано? Это в родословной табынцев. Ну, здесь представители этого рода есть, скажут еще свое слово. Я просто говорю, что там описывается переселение из этого бассейна на запад. Что очень интересно, но, кроме того, есть такие версии этой генеалогии, которые почему-то вспоминают и Крым. Что предки в Крыму побывали, написано там. Я сейчас, анализируя эти данные, пришел к выводу, что речь идет о тех группах, которые вместе с монголами выдвинулись с Алтая. И это происходило именно во времена монгольского завоевания, потому что Джучи сначала завоевал Алтай, а вы знаете, что на Алтае до сих пор живут тувинцы, Тува. И этноним Табын на самом деле имеет ближайшее родство с этнонимом Тува, Туба. Окончание «ин» – это индоевропейское окончание, тоже не случайное, потому что в генеалогии табынцев упоминается еще и Уйшен-бей во главе всего этого образования. Уйшены занимали важные позиции в Золотой Орде. Ну, правящий клан был, один из правящих кланов. И их выдвижение с Алтая связано с Джучи. А почему Крым упоминается? Монголы как раз уже в лице отрядов Шибана участвовали в завоевании Крыма. Сына Джучи, Шибана. И поэтому вовсе не случайно, что эти кланы остались в районе Сибири, в Приуралье тоже находились, некоторая их часть. И если при таком подходе получается, что мы имеем классических татар. Ну, можно сказать, златоордынцев или татаро-монголов. Но здесь монголов особенно не видно, это на самом деле тюрки алтайские, но двигались совместно с монголами. И поэтому, когда башкирские политтехнологи, которые имеют недостаточное образование, к сожалению, они начинают говорить, что это башкиры, которые чуть ли не с первого тысячелетия там находились, это совсем не так, потому что движение проходило в златоордынское время, на начальной стадии, и все это связано с тем, что Западная Сибирь и Приуралье были улусом Шибана. И поэтому это население там и возникло, и потом, и позже могло двигаться туда-сюда из-за того, что это была их территория. Вот такая предыстория этих групп. Дамир-абы, а как это процессы происходили, когда все территории вошли в состав российского государства? Вообще, российское государство как форматировало? Тоже интересный вопрос. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на сохранившиеся документы, например, есть в книге «История Сибири» Миллера некоторые достаточно интересные документы с самого конца XVI века. Редкие документы. И когда вы там начинаете вчитываться, там такие кланы, как Салжиот,
Катай, Табын, Аяла описано очень интересным образом. Население названо татары и башкиры. Вот у этих 4 кланов. В 17 веке все превращаются в башкир. Татары куда-то исчезли, и вообще неизвестно, что татары имелись в виду. И вот 2 ученых, один из Кургана, Денис Маслюженко и Аяс Самиголович Левинский, они установили, что до формирования русских уездов вот это население, которое проживало в районе гор Урала, оно летом поднималось в горы, а зимой спускалось в низовья, в том числе и на этот приуральскую сторону, и на зауральскую часть, в сторону Тюмени спускались. И тогда они вовсе не назывались башкирами. Это были татары, которые могли вот эту территорию занимать таким образом. Но когда провели границы уездов, в Тюменском уезде для башкир мест не нашлось, и там всех назвали татарами, а в Уфимском уезде по традиции сословная принадлежность, там все население там сословные башкиры, татар, вот, которые назывались в этих кланах, всех переименовали башкиры. То есть мы, начиная вот где-то с начала 17 века, имеем процесс переименования татарского населения, старого златоордынского, в башкир. Но не зря покойный Раэль Кузеев, большой специалист по башкирам, заметил, что башкирский этнос окончательно начал формироваться только в начале 17 века, он писал. И вот ряд групп, которые на самом деле имеют фактически сибирско-татарское происхождение, а их следы находятся вплоть до современного Бардымского района Пермского края, в бассейне реки Ик еще дальше уходят. Вот это население, оно было составной частью бывших сибирских тюркских юртов. То есть это владение Шибана, шибанидов. И я даже думаю, что мы сегодня имели бы совершенно иную картину этнического состава, если бы из-за малого оледенения в 1502 году Шибанская орда, орда шибанидов, не ушла на юг. Они там завоевали Бухарское ханство, от тимуридов взяли. Было, имейте в виду, 240 тысяч воинов. То есть это около 1 миллиона человек. Это где столько сохранилась информация? Да, есть, такие данные есть. Ушли на юг, завоевали Бухарское ханство, в Хивенском ханстве копались. Они себя назвали узбеками, как люди узбек-хана, узбекянцы. И вот когда они ушли, здесь совершенно другая картина сложилась уже. Оставшиеся группы, они начали участвовать как составная часть формирования других этнических и политических сообществ. Поэтому я говорю, если бы эти шибаниды или тюменцы, можно так называть, столичный центр был в начале в Чингитуре, в Тюмени современном, если бы эти группы остались, мы бы там сейчас имели мощную татарскую группу. Там башкирам было бы мало места, потому что те, вот, которых мы сейчас именуем башкирами, иштяки, так называемые, это были остатки угров, они больше в лесных районах на севере находились. А вот татары здесь были однозначно, и поэтому они сыграли важную роль в формировании, в том числе так называемых северных башкир. Я, в принципе, не против наименования башкир. Если кто-то себя хочет именовать башкиром, пожалуйста. Но я считаю, что северные группы, живущие в Башкортостане, которые имеют тесную связь с татарами, татарская культура, татарский язык, это и есть фактически составная часть татарской нации. Конечно, может прозвучать странно, как это, называясь башкиром, может быть татарами. Вполне. Вот мишари же являются частью татар. Кряшины также Кряши тоже являются частью, а мы по другим народам тоже знаем. Скажем, в составе англичан там есть валлийцы, шотландцы, в составе французов такие группы есть, бретонцы там, скажем, вот в составе испанцев есть каталанцы. У всех крупных наций есть такие группы. Поэтому я даже не выступаю против того, чтобы, если кто хочет, назывались башкирами. Пожалуйста, будь добр. Но в культурно-языковом отношении ты есть составная часть татарской нации. Вот что очень важно нам сейчас обозначить. У нас сегодня есть гости, которые имеют отношение к Татарштинскому району. Томас Нигматзянов. Я извиняюсь, скажем больше. Томас Нигматзянов является прямым потомком
Майшевие. То есть Майквие. Майквие, да, пардон, Майквие. И он, как бы сказать, его предки все время занимали позиции старшин этого клана. Поэтому вот он как раз нам очень хорошо покажет, кто они такие. Томас Абе, расскажите о вас. Что за род у вас такой интересный? Да, род очень интересный. Я горжусь, что у меня дед Кииков Мухаммадьяр был старшиной в Банырской волости. Да. Туда входили деревни Ялгазнарад, там и другие. В этой деревне Ялгазнарад родилась моя мама Айхана Киикова, родился мой отец Мирхан Нигамаджанов. Вот. Это мои родители. И что интересно, деревня Ялгазнарад имеет второе имя. Называется Хамитова. Тотальща Хамитовал. Вот. Почему такое имя? Почему до сих пор селяне этого села называют себя, что они жители Хамитаула? Потому что эту деревню основал Хамид, сын Шарипа Киикова. Что интересно, Шарип Кииков был на стороне Екатерины II, боролся с Салаватом Юлаевым, с Пугачевским восстанием, а Хамид воевал на стороне Пугачева, Салавата Юлаева. Вот. В советское время этого, так сказать, сына, пятого сына Хамита, значит, историография башкирская и советская не показывали. Не показывали, потому что вот, не вписывается в схему. Да, в схему. Ну и вот, а уже в 90-х годах, вот, Ямалов Марат мне подарил книгу, можно сказать, про историю башкир. Там ясно показана связь, что Хамид является сыном Шарипа Киекова. Вот, там еще один был сын, его повесили, так сказать, русские, так сказать, власти, его повесили, этого еще одного сына. Вот, Хамида, чтобы его не казнили, Шарип Киеков отправил как раз в дебри, такие вот, в дикие леса окрестности этого Ялгазнарада, Хамитовала, и всячески помогал с ним другие, сказать, люди, его, сказать, помощники и участники этой войны поселились. И так образовалась деревня Хамитовал. Сегодня называется официально Ялгазнарад. Почему Ялгазнарад называется? Потому что вот мне я сам-то родился в село Верхний Татышлы, это районный центр Татышлинского района. Отец меня все время привозил. Он был, значит, тоже одним из крупных начальников на своей повозке. Бывает вот такая, типа дилижанс, как называется? Кимелярва. Вот. И проезжали около, сказать, сосны. Сосна такой, огромная такая толстая сосна, Ялгазнарад. Одинокая сосна на самом высокой точке этой деревни, она, так сказать, росла. Она столетиями она росла, поэтому его назвали Ялгазнарад, деревня. Томас, а вот вы какое имеете отношение к Гали Шакры, к этому роду? Гали Шакры как раз, значит, мой дед, я уже сказал, глава был, сказать, старшиной был, сказать, этой волости. Вот. Мухаммадьяр Киеков, это потомок Хамита Киекова, его фамилия Киеков, то есть потомок Шарипа Киекова. Вот. А Шарип Киеков, у Шарипа Киекова, как там родословно-то, Гали Шакры восходит к клану, тоже Мухаммад Гали Киеков ведь, Гали Шакры. То есть вы все равно одного рода, получается? Да. Мы одного рода. Да. Вот. Расскажите немного. По-моему, брак, вот звали еще одного, у Киика был сын
брак. Вот брак восходит тоже Кииков. Вот. И он основал этот брак, основал деревню из Качахарбугана, из Качахарды. Деревня Галичахры, да. Старочахрова. Да. И там родился Шарип Кииков, там родился Галичахры, Мухаммад Али Кииков, там он имамом был, муллой был, просветитель, поэт. Немножко еще расскажите, вот Галич Шахры, это кто, вот, кем он является? Чем он нам сегодня, для сегодня важен? Сегодня важен тем, что вот не зря, значит, выступал по как называется, клип, да? Видеоклипу. Мухаммад Бахтигарай Арманшин. Сейчас хотят все обратно башкирам сделать, и народ тоже все прошел. Три поколения уже мы татарски учились. Вот это трудно сейчас народу, вот людям объяснить. Ну, это вот тоже хорошие материалы вышли, все. Но народ все равно знает, наверное, что такое они башкиры были, и башкиры будут, наверное. Бахтигарай Арманшин, он является директором этого музея Галичахры. Музея Галичахры. Вот является. И Галичахры, конечно, он дал, значит, был просветитель, он, значит, обучал, писал, например, своему сыну, который служил в русской армии, он писал по-татарски, чисто на татарском языке писал. Вот, Гарифулла, по-моему, его зовут, который потом основал деревню этот Старый Кудым. Вот. И он писал стихи на татарском языке. Я пытался переводить, но мне, сказать, мой профессионализм, сказать, не удалось мне его перевести. Тумас Аба, а вот в вашем роду вообще говорили о себе, вот мы башкиры или башкирцы? Вот какое-то вот было понимание, вот, что такое явление за башкир? Нет, у меня этот, значит, отец всегда себя считал татарином. Вот. Отец у меня не относится к роду Кииковых, он относится к роду Батыровых. Род Батыровых когда-то переселились в деревню Хамитов, Ялгазнарат, из деревни Юара Худашбач, Верхний Кудашева. Оттуда переселились они. Вот. Чисто татар, он себя всегда считал себя татарином, и всегда на эту тему ему было интересно беседовать. Он мне читал татарские стихи, еще я был маленький. Я лежу, он ко мне подходит, и вот Пукая читает, там всех этих классиков, читает мне, чтобы мне, так сказать, в подсознании вот этот татарский язык, вот эта поэзия, вот эта культура, чтобы сказать, вошла. Вот. Поэтому отец у меня всегда считал и Хамитаул, и Татышлинский район, и он сам, все они, значит, являются татарами. Я даже однажды, у меня мать старше 80 лет была, в то время она вот, прожила на свете более 90 лет. Вот я у нее спросил, когда она ждала свой сериал на татарском языке, сериал Латинской Америки, вот, сериал, такие, где женщина плачет, да. Она ждала, но пока еще выступала на комментатор на башкирском языке. Я не понимал. Я думал, может быть, у меня мама понимает это. Райхана Киикова. Я говорю, Андрей, сен башқұртша бір нәрсе болмайсың ба? Жоқ ұлым, мен башқұртша бір нәрсе де білмеймін. То есть вот такая откровенная, это как устами младенца глаголит истинно, говорят же. Вот примерно так же она откровенно, ни о чем не думая, она и в политику никогда не ударялась, и, как говорится, этническим вопросом не занималась. Просто они вот даже в гостях говорили, ваша татарвашан, все говорили, не говорили там бишбармак, там башкирский, там так далее, да, а говорят татарвашан пшадали не до кунахта. А какие представления были у вас о башкирах вообще? Вот вы как представления у меня были такие, что, значит, я вырос сам в детстве, воспитывался в этом Ялгазнарате. Татарская молодежь, они взрослые уже, они уже, наверное, старшеклассники или уже давно окончили школу. По вечерам игры играли
плясали по-татарски, какие-то хороводы, вот за руку, так сказать, мужчина и женщина берутся, там, крутятся, да. Все, так сказать, татарская культура. Песни идут на ночью, никакого освещения нет. После этих игр около речки идут по улицам этого Хамитаула, играет один на гармонии, и все поют татарские песни, поют. Вот так я рос, верхом на конях, можно сказать, там, сказать, почти голые, сказать, скакали по этой деревне, потом на водопой там и так далее. Все это было, и уже смотрю, в старших классах нас стали приглашать на участие в художественной самодеятельности. И тут я впервые столкнулся с башкирской культурой. Нас научили танцевать башкирский танец кавалеристов. Вот нам нравилось, мы там дробь научились, так сказать, давали одежду такую красивую, вот, и самые из лисьих шапок, они, так сказать, с хвостом. Вот мы там танцевали. Вот там я впервые столкнулся с башкирской, можно сказать, национальной культурой. Но слышали, что где-то на юге, там Башкортостана, живут настоящие башкиры, вот, что они похожи на казахов, и так далее. Вот такое было представление у нас. Ну, даже в районном центре я стал, сказать, чтобы доказать, тогда еще вот мне Ямалов Марат не подарил книгу, где написано ясно, что Хамид Киеков был одним из сыновей Шарипа Киекова. Такого не было. Я пытался своими, так сказать, краеведческими исследованиями доказать, что все-таки у меня дед Мухаммад Диар Киеков является потомком Шарипа Киекова. Я думаю, не случайно вот такая фамилия по всем этому Хамитаулу, по всему Ялузнерату распространена. В той деревне есть Киекова, фамилия-то редкая, она не распространенная. Киеков это как дикие гуси, да? Киев, как дикий. Вот, то есть Диков можно было сказать по-русски. Это Диков. Вот. Или Дикий там. Фамилия есть такая русская, Дикий. Ну и вот. Я поэтому обследовал весь район. Туда ходил как Дамир Исхаков. Ползал по Уральским горам, а я ползал по своему району. Мне было интересно. Мне нужно было доказать, что я потомок Уйшун Макебея. Вот, потому что, прочитав книгу этого Башкирии изданная книга Гали Сахароди Басханнагуша, Гали Сахаровинха, там про родословное написано Уйшун Макебей, и доходит, и он показывает себя, что он потомок Уйшун Макебея. Гали Шахри показывает. А я, сказать, думаю, а как же как мне примкнуть к этой, сказать, к великой родословной? Как мне примкнуть? Пока, сказать, все связано мне, все связано, а кроме конкретного факта исторического, что был Хамид, что Хамид, основатель деревни, является сыном Шариба Киекова, этого не было. Вот. А ты нашел? Но я нашел. Я общался с Ямалом Маратовым и так далее, он себя считает башкирином. Вот. Но это надо было, потому что они чиновники. Вот выступали Бахтигарай, значит, Бахтигарай Арманшин, это Минам Худавол, мой родственник. Ваш родственник? Да. Вот куда. Потом там деревня Искашахардабец, сколько там было, мне сказать, там, друзей, вернее, родственников, у отца там по работе ездили туда. Там все на чистейшем татарском языке разговаривают. И второй там выступал, Насибулла Хуснулин. Безнең ата-бабабыз теле белән сөйләшәбез. Әле Бәхтигәрәй конечно әйтте инде ул. Без аңлашаклы башкортча сөйләшкәнбез дә 100 ел элек күчкәнбез икенче телгә тиеп. Алай түгел. Менә безнең телебез, ата-бабаның телебез гомер буе сөйләшкән. Минем картатайлар, картатайлар, әти диеп шушы телдә үстек. Но без башкортлар. У него тоже есть из рода Киекова. Он тоже мой родственник. А он реально глава рода Табын? Он же там называет себя Нет, как... там
создали это для того, чтобы сказать, был можно было проводить свою Линию. политику, там, ассимиляции, там, или чего-то, там, и так далее, да, башкиризации. Вот. Выбрали очень знаменитого человека, он международный мастер спорта по легкой атлетике, Шаймиев. Когда он жил в Челнах, набережных Челнах, и окончил здесь политехнический институт в Челнах, вот. Он выступал за Татарстан, за сборную Татарстана и приносил большие такие рекорды. Он чемпион Европы был неоднократный, рекордсмен Европы, до сих пор его не могут там побить, спортсмены европейские, вот, потому что они идут, так сказать, в деградацию. Ну и вот, там создали в нашем районе, наверное, и в других соседних районах, создали типа община, башкирская община или башкиры Татышлинского района. Вот такое общество создали. Уфа создала. И он возглавляет эту общину, это общество. И периодически они ездят в Уфу, там участвуют на праздниках, на каких-то мероприятиях башкирских. Именно ведется там башкирская, сказать, культурная, вот национальное такое, сказать, мероприятие, политики или что-то. Вот в этом смысле, ну, он директор этого физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт Планета». Вот это значит, Уфа, например, в этом году выделила очень большие деньги на то, чтобы прямо на улице для молодежи, для детей, для молодежи, спортивные эти комплексы всякие, сказать, соорудили, так. Вот, поэтому всячески поддерживают наш районный центр, администрацию нашу, поддерживают физкультурно-оздоровительный комплекс. И вот так, и с точки зрения материальных интересов, и с точки зрения, значит, исторического такого обрабатывания, будем говорить, да, вот. С одной стороны, есть и давление, но есть и обрабатывание, что уже он искренне считает себя башкиром. То есть получается... Искренне. Эти люди, вот Бахтигарай, они чиновники, но в то же время они искренне, вот и мы же, вот, он же мой родственник и друг, мы встречаемся за столом, вот, у нас еще есть третий, Анас там есть, Анас, он не чиновник особый, вот, но он искренне считает себя татарином, он из другой деревни. И вот мы не ругаемся, культурно сидим, чай пьем, вот, татар ваш ошибец. И поспорим, немножко каждый остается при своем мнении. Он искренне себя считает башкирином, вот, и я искренне себя считаю татарином, а нас, Безам Макзумов, считает себя татарином. Там не могли никак найти детей, чтобы обучать на башкирском языке. Татароязычное село. И вот что сделали. Они бедным семьям один вот такой нарисованный башкирт раздал по 1000 рублей родителям, чтобы они своих детей отдали в башкирский класс. И вот сейчас я из этого села смотрю, уже некоторые дети по-башкирски стихи начали читать. То есть вот этот способ экономического воздействия на ситуацию, он реально существует. И, конечно, скажем, татарам, которые в Башкортостане не очень хорошо объединены, трудно противостоять против вот такого государственного давления на этничность. Это серьезный вопрос на самом деле. Конечно, нельзя сказать, мы не можем сказать, что вы этого не должны делать. Они могут это делать, но татары должны отстаивать свои этнические корни и свое национальное самосознание должны беречь. Но я бы вот не стал здесь особенно напирать на то, что нельзя быть башкирином и одновременно не находиться в составе татарской нации. Вот смотрите, был интересный случай с нашей певицей Уразовой. Она же бардымская гайнинка фактически. И у них вообще-то раньше в паспортах у всех записывались как башкиры. Но я, правда, потом нашел много документов в 18 веке, когда одни и те же люди записываются то татарами, то башкирами. И поэтому это спорный вопрос. Но на самом деле вот эта западная часть башкирского сообщества, она была издавна
ассоциирована с татарами. С частью татарского мира Да, была. да. И это имеет очень большое основание в их древней истории. Вот я одну ниточку протянул с Алтая в нашу сторону. Это же алтайские тюрки, никакие не башкиры. Они вот пришли еще в 13 веке и потом постепенно двигались в сторону Приуралья. И пока существовала Золотая Орда, пока существовали татарские ханства, они никакие не башкиры. Это вот, если за тобой проследить, это же фактически они, когда переселялись, то они уже в Татарском районе называются иректинцы. Это одно из подразделений. Но это была составная часть Сибирского ханства. Сибирское ханство с западной границы, вплоть до Уфы современной находилось. Это по документам можно установить. И поэтому вот этот Северный поток, он на этом не прерывался. Есть другие данные, которые свидетельствуют о том, что и во время Сибирского ханства происходило переселение из того берега, так сказать, с той стороны Урала сюда. И эти группы оседали. Конечно, они, когда приходили, назывались не башкирами, это понятно. Вот это постепенно происходил процесс. Но вот Томас нам показал, процесс может происходить и в современных условиях, при прямом участии административного давления. Но народ быстро изменить нельзя. Вот Томас уже пару слов сказал по-татарски. Да. Послушаем сейчас Галия Ханум. Галия Ханум, у нас есть гости из Таташлинского района. Расскажите о себе, кто вы, откуда? Рахмет, татарстан тілінде мөмкин ме? Мен үз туган телимдә. Әлбәттә, татарча айтып сөйләшегез, матур итеп, без сезне көтәбез. Мен үзем Галия Гайнетдинова, шулай ук Томас Тимирхановичның якташы, Тәтешле районыннан. Туган җирем Тәтешле районы, Сыраштыбаш авылы. Бу авылдан инде минем киткәнем шактый еллар. Һәр елны җәй көне кыш көндә кайтып йөрим. Безнең авылда, мин үскәндә, безнең авылда гына түгел, бөтен тирә-як авылыбызның күрдем, авылы Зиримҗебаш, Юсып, Ташкент, Ашъелга, Быргынбаш авыллар һәм башка бик күп авылларда халыклар барысы кешеләр татар телендә сөйләшәләр. Һәм ул бүген дә шулай татарча сөйләшәләр. Беркем менә туганда бала әтте әннә дип теле ачыла, аннан әти әни дип әйтә башлый. Беркем дә әйт атаем, әсәем дип сөйләшкән кеше юк. Менә барысы саф татарча сөйлиләр. Мин укыганда, мәктәптә укыганда шулай ук бөтен дәресләребез дә татар телендә иде. Без татарча укыдык. Шулай китапханәдә, китапларда барысы Казанда басылган китаплар иде. Шулай ук безнең район газетабызда Тәтешле хәбәрләре ул вакытта коммунизмга дип атала иде. Мин бөтен үземнең шигырьләремне, мәкаләләремне татар телендә шушы газетада бастыра идем. Ул газетада бүгендә татар телендә басыла бөтен мәкаләләр. Менә шулай итеп, ничек әйтим инде, бүгендә менә сөйләшү шушы үзгәрешсез татарча сөйләшәләр. Һәм без бит әле Казанда басылып чыккан газета журналларны укып үстек. Яшьленинче, Ялкын, Сабантуй түгел, Яшьленинче иде ул вакытта. Һәм башка газета журналы барсы Казаннан киләләр, Казан аша, Казан белән без нык элемтәдә идек. Менә шулай җәк. Әйе, безнең сөйләмдә майым дигән теге сүзләргә кушылган, фигыльләргә кушылган кушымчалар бар. Ләкин аңа нигезләнеп кенә безнең халыкны, безнең кешеләрне башкорт дип атап булмый, башкортстанда яшәгәнгә күрә генә. Ни өчен дигәндә, ул мәсәлән, бармаем, кайтмаем, бүләек. Мәсәлән, татар халык җырында бер алманы бишкә бүләек, беребез өчен беребез үләек. Бу бит татар җыры, татар телендә язган, саф татар телендә язылган. Менә шуны аңа нигезләнеп кенә әйтеп булмас иде дип әйтәм. Шуннан башкорт халкына килгәндә без аларга хөрмәтебез бик зур. Аның сәнгатенә, культурасы, шулай ук әдәбиятына, бөтен тарихына, без аларның спектакльләрен яратып карыйбыз бит инде. Шулай ук бик матур спектакльләр. Бу бер ананың ике баласы кебек тугандаш милләтләр, безнең уртак әйберләребез бик күп. Мәсәлән, әйтик, динебез бер. Гырыф-гадәт йолаларыбыз бер бит инде. Алар менә бергә берничек тә аларны аерып булмый. Мин үземне татар дип саныйм, чөнки мин татар телендә сөйләшәм, мин башкорт телендә сөйләмим дә, сөйләшмим дә, сөйләшә белмим дә. Бер вакыт миңа Казанда халыклар дуслыгы йортында булырга туры килде. Мине анда чакырып алдылар. Бу Казанда яшәүче башкорт гаиләләренең гаилә бәйрәме иде. Менә шу бәйрәмдә миңа катнашырга туры килде. Минем шагыйрә икәнне белделәр, шигырьләрегезне башкорт теленә тәрҗемә итеп укысагыз дип сорадылар.
İndiktim, ol şiirlerini başkart tercüme etilmişse. Kolumda sözlük de yok. Kaçandır 93 yılda basılgan Engin Atnabayev kitabını bana bule gitkenler idi. Mena şu kitaptan sözlerini izlep tabıp, nihayet men 2 şiirini başkart tiline tercüme etip, başkırtça okup çıktım zorduklarını bilen. Гафу итегез, менә сез Аңгам Атнабаев турында сөйләдегез. Име, менә әйтәләр, ул башкортча бер кашан да укымаган ди шигырьләрне. Ул шуннан да шулаймы? Менә Engin Atnabayev ol Kurdum avlunda tuğan. Мен de şu Kurdum avlunda, bugün günde onun isminde ol mektep. Men şunda okup çıktım. Kurdum avlunda okudım. 9-10 klaslarına. Engin Atnabayev her vakit öz gamına Tatarça yazdı. Bütün kitaplarını Tatarça. Başka tilde çıkan kitaplar, olar tercüme kitaplar, tercüme etip başka tilde çıkaralar. Ne için degende, ne onun gibi icat edici Kahim Evhatov var. Indi merhuminde. Менә şu aның şiirlerde şulay yok. İkisi bir avuldan, bir tamırdan degende, gel Tatarça yazdı. Bir başka sözler kullanmadı. Менә şulay etip, tağan bizning avul tiresinde bir tane başka avullar, başka millet avulları da var. Mesela bizden 6 şakırımla Maksim avulu var. Anın 2 uğramı Tatarlar yaşıyor 2 uğramında. 2 uğramında Utmurtlar yaşıyorlar. Менә bu Utmurtlar bizning bilen, bizning kebek Tatarça söyleşirler. Utmurtlар татарча сөйләшәләр. Utmurtlar Tatarça söyleşirler. Bizning kelinimiz Utmurt kızı, Tamara. Utmurtça, biz özümüz Utmurtça bir sizde bilmeyiz. Alar bizning bek yaxşı etirip, bizni uzdırgan mümkünler. Şunda şebitip Tatarça söyleşirler. Şulay yok. Men özüm okuttum Kurşavulda, Aşyılga degen avulda. Bu avuldan ararak gana Barabanovka degen avul var. İsimlenip anlaşıla Tatar avulu tugul indi. Anda Utmurtlar, Ruslar yaşaylar. Menine alar bilen de aralaşırga turı kildi. Olar da menin bilen Tatarça söyleşirler. Менә şunday нәрсәләр бар инде. Мен әгәр дә үземне менә ничек итеп Башкортстан җирендә туганмын икән, күпмедер яшәгәнмен, үскәнмен икән. Шуның өчен генә башкорт телен белмәсәм дә үземне башкорт итеп саный алмыйм. Хәзерге вакытта инде Тәтешле районындагы авылларга мәктәпләрдә кертеләр башкорт телен. Татар телен бетерделәр. Юк, бетермәделәр. Бетермәделәр. Әле калдымы? İsimge var әле, ләкин сан буенча алар бик аз балалар керә ул класска татар теленә. Ата-аналарга шундый мөмкинлек бирделәр, сайлау мөмкинлеге, кем баласын татар классына бирә, кем башкорт классына бирә. Дөрес инде, монда татарларны әле тоталар әле. Татар телендә укыйлар алар. Ләкин киләчәге перспективада ничек булар, билгесез. Менә шундай фикерем мине бик нык уйландыра. Менә бу нәрсә халык сан алыр вакыт җиткәч кенә безнең менә шу Тәтешле районындагы авылларда яшәүче халыкларны башкорт дип язуларны әзрәк теге ничек әйтим инде борчылабыз. Кысалар. Борчылу бит инде бу, борчылмыйча булмый. Шундай сорауым бар. Менә сез мәктәптә укыган вакытта сезнең татар тел буенча кем булды? Нинди укытучылар? Кайдан алар килделәр? Татар теле укытучыларыбыз, әдәбият укытучылары үзебезнең күрше авыллардан булдылар. Рәфән апа мәсәлән татар теле әдәбият укыты Тәтешледән. Ул Тәтешледән килеп укытадыр. Үзебезнең якын тирәдәге авыллар татарлар укыттылар. Казандан түгел инде, име? Казаннан түгел, үзебезнекеләр. Үзебезнекеләр. Вот здесь прозвучал один важный момент, это надо обозначить специально. На населении есть косвенное давление. Вот скажем, когда есть выбор по-башкирски учиться или по-татарски, здесь вступает в силу такой фактор. В Башкортостане установились совершенно непонятные порядки, когда вузы принимают преимущественно башкир и с башкирским языком. И такого прямого закона нет по этому поводу, но этот норматив до сих пор действует. И некоторые родители думают, что вот их дети будут обучаться в вузах Уфы, они заранее своих детей отдают в башкортостанские школы или классы башкирские, что потом из них сделать башкир, чтобы они могли поступать учиться. Вот это довольно серьезный на самом деле вопрос. Сейчас, конечно, уже в документах национальности нет, и напрямую нельзя узнать, когда студент поступает, кто он по национальности. Но тем не менее по языку могут определить. Скажут, что ты татарин, а вот это, оказывается, башкир это наш. Мы еще с этим вопросом не занимались, но это есть косвенный способ давления на формирование этничности. На сегодняшний день в Татышлинском районе проживают 20% удмуртов, так? 20%. И, соответственно, по пропорции и деревень удмуртских столько. Остальные татарские деревни.
Были, значит, две деревни были русские, Михайловка и деревня, значит, Никольск, они уже как бы пропали. Вот. Ну, что интересно, в советское время вот, я там жил, приезжал почти каждый месяц, и после этого революции суверенитета 90-х годов тоже приезжал. Что интересно, татары и русские знали прекрасно свой русский язык и прекрасно, без акцента, разговаривали на татарском языке. Русские? И русские, и татары тоже. Я не говорю, были приезжие русские были, которые преподаватели, например, в школах. Вот надо преподавать, они из Харькова, из Украины, откуда-то приезжали. Естественно, они татарского языка не знали и не хотели знать. Вот. А кто в деревнях русских, там издревле были русские деревни, вот, кто там вырос, кто, значит, пустил корни, считался коренным татарщинцем, они по-татарски блестяще разговаривали. У меня даже вот, Михаил Бабай вот, женился на Антонине, женился. На Антонине должен был жениться родной брат моей матери, но он уехал на Великую Отечественную войну и там погиб. Вот. Так вот, на ней женился из деревни, значит, Михайловки Сурин Михайловой. Вот. Он блестяще разговаривал по-татарски, женился на Антонине, который блестяще разговаривал по-татарски, и мы все время с матерью их навещали, приезжали пешком из Дошлов, приходили пешком, навещали, и они нас все время встречали на татарском языке, татарские блюда. Нет, Томас, вот это фактически говорит о том, что здесь татарский язык. Почему? Лингва франка. Почему? Потому что язык общения. Потому что это говорит о том, что издревле в этом крае, Татарском крае, татары было так многочисленно, так много, и у них культура была настолько сильна, несмотря на то, что существовала республика Башкирия, Башкирский БАССР, да? Несмотря на то, что там родился в паспорте, там пишут Башкирия, несмотря на то, что там официальные мероприятия должны были, ну, то есть все равно уже после создания БАССР уже шла политика. Несмотря на это, все равно по инерции татарская, сказать, конгломерат, будем говорить, да, я не знаю, как это, что сказать, можно ли применить к этому. Сообщество. Татарское сообщество в районе, оно было настолько сильно татароязычное, что ничто, так сказать, не могло изменить ее картину, этого, сказать, лица татарского, пока не наступило время суверенитетов. И вот после этого началось, сказать, каждая, сказать, республика уже жестко начали действовать. Это вот, уже заканчивая, мы должны сказать, что, к сожалению, татарское сообщество после лет перестроек немножко свои позиции ослабило. Поднялся такой башкирский этнонационализм, и он был в Башкортостане сопряжен с государственной властью. И татары отступили, но я не думаю, что это отступление татар будет бесконечно идти. Сейчас татарам необходимо собраться силами, доказать, что они существуют, в том числе и в рамках Башкортостана. Но там точно 1 миллион татар есть в Башкортостане, хотя специалисты говорят, что гораздо больше. Поэтому, когда вот речь заходит о таких локальных группах, скажем, Таташлинский район или поблизости другие районы, где там население, да, Янаульский район, где население тоже смешанное, некоторые себя считают башкирами или записываются башкирами, но это все равно один этноязыковой, этнокультурный массив. Вот мы должны бороться за этничность этого массива. Это наша задача, потому что это есть составная часть татарского мира. Это является составная часть татарского мира, и мы считаем, что татары Башкортостана являются равноправными хозяевами Башкортостана, как и другие народы, проживающие в соседней республике.